Друзья, всем привет! На календаре у нас 6 октября. 6 сегодня, правильно? Да. 6 октября. Приехали закрывать навигацию, так сказать, до последнего. Сейчас я лодку потяну, Саш, подожди. До последнего держал лодку, потому что не было шуги, несмотря на первые морозы и все такое. В общем, шуга пошла у нас, и как мы видим, вот огромными пластами. И температура-то вроде небольшая, минус 6, минус 8. Но этого хватило. Вчера появились первые льдины. Сегодня все вот замерзло. И пошла шуга по нашей реке Печора. Обяжка под вихрем, пластик перевернут. И моя казаночка под Сузуки. Все ждали выезда на воду еще, потому что до 15 ноября как бы были планы, то что буду еще ездить по работе. Ну все, как мы видим, поездки в этом сезоне завершены. И будем закрывать навигацию. Все. Лодки поднимаем, моторы в стойло. Позже ты курва, Саш? Понятно. Вот мотора сейчас. Как-то вот так все. Закрываем навигацию. Будем открывать зимний сезон. Так, ну что, дело сделано. Есть еще богатырская сила вот в этих деревенских коми-ребят. О! Взяли вот. Одна лодка, вот она. Казаночка. Казаночка ушла у нас сюда. Вот она. На горке. Вода максимум дойдет только до нижней части. Вот. Вот наша обяжка нашла временный приют до весенней, до открытия навигации. И вот наша ПНДшка. Вверх закинули ее, самую легкую. Все шикарно, все чики-пуки. Вон на моторе сколько льда. Вихри уже подняли. Сузучку поднимаем. Все, друзья. Навигация закрыта. Будет еще пару дней потепления. Но ничего страшного. Это все мелочи. Вот это уже все, уже не растает. Вот. Лед плывет огромными пластами. Толщина льда здесь возле берега составляет сантиметра 2, наверное. Такие же пласты плывут и там. Сегодня ожидается до минус 9 градусов, так что все это еще промерзнет, схватится. Вот эти забереги, все будет подо льдом. Все, друзья, навигация закрыта. Летний сезон позади, впереди сезон твердой воды, зимний сезон. Так что до встречи на льду, друзья. И до встречи на канале Коми Рыбак. Скоро мы увидим лед, скоро мы увидим зимнюю рыбалку. Все будет скоро. Пока идет межсезонье, найдем чем заняться. Может быть, в лес сходим, может быть, рябцов погоняем. Там видно будет. Как-то вот так, друзья. Короткое включение. Всем пока, до новых встреч. Всем привет, друзья. На календаре у нас сегодня 8 ноября. Приехал опять же в родную деревню. Вот мой дом родной, так сказать. Вот моя деревня там вдалеке. Приехал, чтобы, во-первых, посмотреть на речку, показать вам обстановку на реке Печора. Ну и закончить, можно так сказать, завершить все сельхозработы, а именно это закрыть картофельную яму, утеплить ее. Закинули картошку мы туда уже давненько, больше месяца назад. А по традиции, и так как говорила мне моя бабушка, которая проживала вот в этом доме, закрывать картофельную яму надо тогда, когда идет шуга полным ходом. А как мы видим, вот у нас шуга идет полным ходом. И несмотря на то, что сегодня немного потеплело, где-то, наверное, -1, почти 0. Вот, как мы видим, вот здесь позавчера еще стояла моя лодка. Полностью все затянуло. Шуга прилипает. Берега нарастают. Сплошняком идет шуга. У нас вот здесь вот до острова все сплошняком идет. Вот там вот сколько уже наросло. Вот. Ну и там такая же история вот за островом. Поселок Русаново там. Вот он. Так, отсюда не видно. Не видно, не видно, не видно, не видно. Так, а вот здесь, наверное, будет видно.
через кусты. Кусты у нас уже выросли. Тоже сплошняком, как мы видим, идет шуга за островом по основному фарватеру. Вода небольшая, вода мелкая. Я так думаю, если ударят морозы, как обещают на следующей неделе, вот, как мы видим, сплошняком идет уже шуга. На следующей неделе обещают морозы там. Один сайт обещает до минус 12, другой до минус 16. В общем, посмотрим. Скоро это все застынет, скоро это все замерзнет. Озера у нас уже покрылись льдом, но он очень и очень тонкий. Кое-какие рыбачки, можно так сказать, даже пытались открыть зимний сезон. Но это не рыбалка. Говорят, выехали на лед, на резиновые лодки, там пытались сделать луночку, даже кого-то поймали. На лодке это все-таки еще летняя рыбалка, я так считаю. Если рыбачить с лодки, а не со льда. Потом, в конце концов, провалились, говорит, вместе с лодкой по льду. Замучились доставать. Промудохались, короче, ну, это не открытие, я так не считаю, я даже не пытаюсь, не дергаюсь. Вот. Наступит время, и мы, конечно же, откроем сезон, зимний сезон по-настоящему. И еще, друзья, хочу поделиться с вами радостным событием. Сейчас время у нас уже где-то около 2 часов, и специально не выезжал я с утра, ждал сообщения от сына Романа. Сегодня 8 ноября, мой сын Роман наконец-то дембельнулся. Уже дембель, уже я боялся то, что он не успеет доехать на электричке до поезда. Билеты уже были куплены, я уже знал дату выезда. Но был риск, что не успеет на электричку, если с утра вовремя не выйдет. Если электричка приехала бы позже, он бы опоздал на поезд, пришлось бы покупать новые билеты. Вот. А это бы как минимум на день все бы задержалось. Но все получилось. Успел к поезду, где-то за минуту запрыгнул в поезд. Сообщил то, что он уже едет в поезде. А это значит, уже завтра он будет в городе Ухта поздно вечером. А послезавтра мы уже будем встречать его дома, у себя дома. Я весь уже в предвкушении этого радостного события и спешу с вами поделиться, друзья. Несмотря на все пожелания, как культурнее бы выразиться, редисок, вот так вот скажу, как из кинофильма «Джентльмены удачи», потому что душа кипит, хотелось бы высказать много чего, очень много, друзья, десятки, даже больше сотни пожеланий там, получить сына в пакете, что он удобряет землю там, сами знаете где. Пожеланий было куча по запчастям, чтобы он приехал, там все, куча пожеланий. Дай Бог, чтобы все вернулось тем, кто это все желал. Мой сын возвращается, мой сын честно отслужил, отдал долг родине. И это главное. Мы его встретим как надо и будем зимний сезон продолжать уже с Ромкой вместе. Мы его скоро увидим в кадре. Это очень радостное событие, я спешу с вами поделиться. Вот. И что я еще хочу вам сказать. Этот ролик у нас выйдет где-то, я так думаю, в числах 11 ноября. Вот. Не знаю, успеем ли открыть мы сезон здесь на родине. Но скоро, очень скоро, возможно, будет небольшой перерыв по роликам. Я уезжаю далеко на рыбалку. А куда именно, вы сможете посмотреть, перейдя вот по этой ссылке, которая сейчас появится в правом верхнем углу. Ну и, конечно же, оставлю ссылочку в описании. Гляньте этот ролик, и вы сами все поймете, куда я уехал. Уезжаю я надолго, на пару недель где-то примерно. Буду рыбачить там, поеду в гости к моему другу. Куда именно, узнаете, посмотрев вот этот ролик. Так что до новых встреч на канале Коми Рыбак. Они будут, я так думаю, рыбалки будут интересные. Туда, куда я еду, рыба есть. И дай Бог, чтобы у нас все получилось. Очень давно
собирался, не получалось по тем или иным причинам. Но сейчас вроде все получается, билеты уже куплены. Я так думаю, скоро мы будем рыбачить на новых местах. Как-то вот так, друзья. Всем спасибо за внимание. Ну а мы закрываем картофельную яму сегодня. Если получится, попробую собрать еще червей. И можно так сказать, скажем до свидания нашей деревне до весны. До тех пор, пока мы сюда приедем, чтобы поднять картофель на семена. Все, работы все закончены, теперь можно отдохнуть. Как мы видим, навигация тоже закрыта. Значит, моя основная работа, которая много чего не давала делать, тоже закончилась. И теперь у меня вся зима впереди. Есть предложение поработать там, сменно вахтами по 2 недели, сторожем в охране, там. Но нет, зиму мы отдохнем. Зиму мы будем вместе с вами. Так что встреч будет много. И я скажу вам, друзья, от всей души. До новых встреч на канале Коми Рыбак. И настроение у меня отличное. И все хорошо. И сын мой едет домой. И это главное. А встретим мы его, вы уже не сомневайтесь, так как надо. Всем пока, друзья. До новых встреч.